Подготовку предприятий ЖКХ и соцобъектов республики к осенне-зимнему периоду обсудили в правительстве. За 78 лет, которые деда не было, честно сказать, очень приятно. Я низко кланяюсь вам всем, кто участвовал в этом. Поиск сквозь года. В Ингушетии установлено место гибели участника Великой Отечественной войны Алексея Герасименко. Самое востребованное у молодежи – это сопровождение невесты. Но в последнее время эта традиция стала одной из самых небезопасных. Довести любой ценой свадебный кортеж раздора. Компактно приехать за невестой готовы не все, ну или пока не сразу. Ни в коем случае нельзя сообщать 16 цифр номера карты, фамилия, имя, отчество держателя, срок действия, а также трехзначный CVV-код на оборотной стороне. Что творят? Как только не ухищряются кибермошенники в поисках добычи, сколько не предупреждают общественность, но доверие берет верх. Здравствуйте, это новости 24. Подготовку предприятий ЖКХ и соцобъектов республики к осенне-зимнему периоду обсудили в правительстве. В регионе функционирует 220 котельных, находящихся на балансе министерств и ведомств, которые обеспечивают отоплением и горячим водоснабжением объекты соцназначения. В целом подготовка проходит в штатном режиме. Однако есть недоработки. Всего в республике находится 6 котельных централизованного теплоснабжения в 5 муниципальных образованиях, которые в общей сложности отапливают 53 многоквартирных дома, перинатальный центр и 6 социальных объектов. При перебоях в энергосистемах функционирует единая диспетчерская дежурная служба по номеру 112, осуществляющая взаимодействие и информационный обмен с аварийными службами организации на основании заключенных с ними соглашений. Подводя итоги, Владимир Сластянин отметил, что подготовка объектов к отопительному сезону находится в центре внимания руководства Ингушетии. Также поставил задачу принять соответствующие меры по сокращению имеющихся задолженностей. Напомним, отопительный сезон в республике начинается 15 октября. Решение о начале сезона принимается муниципальными образованиями. Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду осуществляется за счет их собственных средств. Они не канули в безызвестность. Каждый случай установления личности при реализации проекта «Вахта памяти» уникален. Вот так, благодаря труду и инициативе ингушских и ставропольских поисковиков была найдена могила советского солдата Алексея Герасименко. Он погиб в Ингушетии во время Великой Отечественной войны. Накануне, сегодня в Гамурзиеве прошло торжественное мероприятие. Отдали дань памяти защитнику Отечества. Тамара Хашагульгова расскажет историю героя. Залпом! Ли! Тишина, которую нарушают только оружейные залпы и звук метронома. У памятника погибшим в Великой Отечественной сегодня многолюдно. Повод весомый. Еще на одно имя из списка пропавших без вести стало меньше. Родные наконец-то нашли могилу советского солдата Алексея Герасименко. Солдаты – это те люди, которым больше никогда не смогли посмотреть в глаза их матери, жены, дети. Но это те героические личности, которые подарили нашей стране самое дорогое – мир. Алексей Герасименко был призван в ряды советской армии из Ставрополя в 1942 году. Служил на Кавказе. Погиб здесь же в военном госпитале Назрани номер 576. Ранения были несовместимы с жизнью. За 78 лет, которые деда не было, честно сказать, очень приятно. Я низко кланяюсь вам всем, кто участвовал в этом. Для Василия Герасименко, поисковика из Ставропольского края, этот день особенный. И не просто потому, что еще на одну надпись «Пропал без вести» стало меньше. Сегодня он узнал, где именно захоронен его дедушка Алексей Максимович. Василий не застал его живым, даже писем от него не сохранилось. Зато память родных и желание найти могилу деда не покидали семью. Я слышал от своих родителей, то бишь от своего отца, он младший сын, что в июне 1942 года он был призван с города Кисловодска, с Кисловодского горвоенкомата. И все.
Поиски Алексея Герасименко не прекращались с самой войны. И кто знал, что спустя 78 лет именно внук найдет его могилу. Напасть на след удалось только 3 месяца назад. Во многом благодаря совместной работе поисковиков Ставропольского края и ингушских юноармейцев. Самым трудным из всего этого пути это было получить документ с Министерства обороны. Архивная справка, она очень долго делается, но нам помогли. Поисковое движение Чеченской Республики оказало содействие, и мы получили эту справку 30 августа. И с этого дня хочу выразить благодарность. Далее мы обратились в администрацию города Назрань, они оперативно отреагировали. Вторая мировая война, по общим оценкам, унесла от 50 до 80 миллионов жизней и стала одной из самых кровопролитных в истории человечества. Под землей еще покоятся останки миллионов солдат, ушедших в забвение. Что называется, вырвать их имена из небытия. Цель всероссийской акции «Вахта памяти». Поисковики со всех регионов страны уже на протяжении 7 лет ведут работы по установлению имен и поиску останков погибших. Наибольшее счастье для поисковиков – это когда при работе в поле находятся не только останки, но еще и личные вещи, которые могут идентифицировать данного бойца. Личные медальоны, в которых внесено и их имя. И перезахоронено уже поисковиками более 100 тысяч наших солдат. А имен, к сожалению, установлено намного меньше. Кульминация встречи – возложение цветов у могилы солдат, погибших в годы Второй мировой. На этой плите десятки фамилий, павших в битве за Кавказ. Это те, что подтверждены документально. А сколько еще безымянных солдат покоится на безымянных высотах? Поисковикам только предстоит узнать. Тамара Хшагульгова, Маирбек Миржоев, Новости 24. Ценз, введенный недавно на свадебный церемониал, вызывает у жителей разные мнения. Речь идет о свадебном кортеже. Одни уверены, что за невестой надо приехать помпезно, громко, просто не пренебрегать при этом ПДД. Другие знают наперед, что во время этого маршрута соблюдать осторожность получится едва ли. Так что принятое решение ограничить количество машин сопровождения невесты до 4 абсолютно верное. Кстати, озвученная сумма штрафов за нарушение этого предписания. Пока к новым правилам не все готовы прислушаться. Ирина Цычуева расскажет. Ингушская свадьба – яркое, шумное и красивое событие. Здесь множество традиций. Наверное, самое востребованное у молодежи – это сопровождение невесты. Но в последнее время эта традиция стала одной из самых небезопасных. Часто молодые люди из свадебного кортежа начинают нарушать правила дорожного движения, обгоняя друг друга, выезжают навстречу. И как итог авария, порой с тяжелыми последствиями. Лихачество и хамство на дорогах не является частью традиции ингушей. Создавая аварийные ситуации, молодые люди не только подвергают свои и чужие жизни к опасности и омрачают праздник, но и ставят в неловкое положение своих родных. Ведь именно они в ответе за их поступки. В сети интернет немало видеороликов, в которых автомобильные герои проделывают разного рода трюки во время движения. Все это для того, чтобы оказаться первым за машиной с невестой. После очередного ДТП с тяжелыми последствиями старейшины республики приняли решение ограничить количество машин в свадебном кортеже. Теперь невесту могут сопровождать только 4 автомобиля. В первом едут старейшины, во втором невеста с сопровождением, в оставшихся молодежь и родственники жениха. Именно они должны контролировать всю колонну и следить за порядком. Запрет ввели, и нарушители нашлись в следующие же выходные. Накануне в интернете появилось еще одно любительское видео. Свадебный кортеж едет, нарушая правила дорожного движения. И, как видно, здесь явно не 4 машины. Нарушение правил не останется без внимания инспекторов по пропаганде дорожного движения. Разъяснительная работа с автолюбителями проводится регулярно. За минувшее воскресенье было вынесено 32 административных правонарушения. Это выезд на полосу встречного движения, это управление транспортным средством с подложными регистрационными знаками, это управление транспортным средством без ремней безопасности, это превышение скоростного режима, это подложные регистрационные знаки. Те виды нарушений, которые сегодня позволяются при проведении свадеб, были выявлены и водители были наказаны. Принятые ограничения необходимые нарушители будут штрафовать на 50 тысяч рублей, которые нужно оплатить в течение 10 дней. Жители республики уверены, это поможет остановить дорожный беспредел. Только так возможно наладить движение на дорогах в свадебные дни.
إزبرت أغلر باب لا غلر بلا هذا هنيا شيء سيك دابغتش بين دوك قمت تجشخني تزمي البغاش متشكي خطرش خن الماشي نشتيه تجناخ بوابش تعنز واشر ديلا تتحماش ديو اوتيج ماشين سيك زمي الوقتش ماشين دعت حتيات ماشين لوزي قيستيه شو مو القصد ايش شغل القصد وين سيش شغل القصد وين ليل دي ادواس حماش ده وين يقي خندواس حماش ده الزميل دعوه جبانا حنا كذيك حنا شي كرتو بول بش نرمالي ولا شي فل دخوج وسق وخش باهور كيش ناك درس نجا سن اش سان فتري اس حنا اش ايرش باخي اش زميل بو صار شام بولجو كيش ناك حنا تدش تسقر الجو نوشي دعوه حوالي زميل وحاول نيغ ولق تدوه ديش شي لوختيه شي دان خلقي ترتدير نانا خلقي ترتدير دعوه خوس عندي يرخص اس دي غلقت متعوغيت ميغول سغوري ادول شي غلقت ولا خل زعمسك هنا غلقت خل ما يزي السارير هي ماشين يخي ترياجيات هر وعد خارتيان خيتتون حني عرش نخلور بي تيك خلوج دو خطرش حنت احا وين جوجدق تنصغر قصك لج شسك لج اشتموت جنيسي نوين دقه جديد عبيا شنان عبيا صار ديزل قمدي اشتبوس جبو زوات خارتيان خيتتون بغده ير اتخا بريتخا ماشين تيجي دايخش اش خوز دابخش خوز يوخ بياخش كورت بوبج بهم مولت مولج اوزسوج اش خوز دابخش بياخش خوز خطيان خيتتون. Принятый запрет насчет свадебных кортежей воспринимается далеко не всеми и всерьез. Поможет ли он снизить аварийность на дорогах, можно будет судить только спустя время. Лина Сычева, Асхаб Киев. Новости 24. Обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 миллионов квадратных метров жилья и улучшение жилищных условий 5 миллионов семей ежегодно. Такие грандиозные задачи в масштабах страны обозначены в национальном проекте «Жилье и городская среда». Но цели не только в вводе нового жилья, так и в благоустройстве территорий. Как исполняют нацпрограмму в Назране, увидим далее. Здесь всегда многолюдно, и изменения жители подмечают сразу же. Прогуливается по новоуложенной брусчатке, а кто-то проводит время за чтением книг. Преображение парка далеко не единственный пункт в рабочем плане, рассказывает Моусар Мусиев. По словам главного архитектора города, благоустройство здесь еще не закончено. Устройство данной территории входит установка малых архитектурных форм, то есть это скамейки, урны. Также у нас на данной территории будет делаться новое освещение. Будут озеленяться данная территория. Также мы предусмотрели перед центральным входом сделать большие арки, обновить. Ну вот, есть вот данные мафы, то есть данные лавочки, они по сравнению с количеством тех, которые были, их почти в 2 раза больше. Тут был дефицит данных скамеек. Мы планируем закончить данное благоустройство в октябре месяце. Плановый период окончания работы у нас октябрь. Еще один результат успешной реализации проекта формирования комфортной городской среды – благоустроенная территория вокруг Дома культуры. Здесь уже закончены работы по благоустройству. Здесь уже поменяли покрытие. Раньше здесь была плитка. Поменяли на брусчатку, которая более толще, которая рассчитана на въезды даже автотранспорта. Заменили освещение, также поставили скамейки, урны. Мы уже видим результат проделанной работы в рамках проекта. Город преображается на глазах, отмечают жители, которые не прочь внести свои предложения по благоустройству. يموتك حتويش خصفت نو دارك حاجة ده حالبتشا وهم خصدي غير توادي غير ويخلص بقاخي تدم دول دادي تصير هم. У нас сейчас отремонтировали Дом культуры, также начали реставрировать этот сквер напротив него. Конечно, хотелось быстрее узнать сроки окончания этих ремонтов, чтобы уже когда не закончится. На поиски ответов волнующих горожан вопросов мы отправились на стройплощадку, узнать, на каком этапе сейчас благоустройство сквера. Это уже завершающий этап отметачили, буквально Брусчатка, вопрос,
установка детской площадки, а это тоже ОИМ Гижижи. Здесь уже протянули провода для освещения, запланировано полное озеленение прилегающей территории. Также определены места для объектов общепита и отдыха с детьми. При входе в сквер предусмотрены уклоны, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли заезжать и могли тоже, как и все наши жители, приехать на данную территорию, посидеть, отдохнуть. Одна из ключевых целей нацпроекта «Жилье и городская среда» – повышение комфортности городской среды. Он реализуется с 2018 года. Хава Газикова, Адам Мережков, Магомед Шаухалов. Новости 24. В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан страны вырастут на 5%. Такие данные следуют из прогноза Министерства экономического развития России. Также, по их оценке, потребление электроэнергии в стране по итогам текущего года снизится на 3,6%. Связывают это с теплой зимой и пандемией коронавируса. Что касается промышленных потребителей, то для них тариф будет проиндексирован на 3% в 2021 году. Во втором и третьем микрорайонах Икажева вскоре появится свое общеобразовательное учреждение. До сих пор на этой территории школа была не предусмотрена. Дети и подростки вынуждены получать знания на расстоянии от дома, кто где. Естественно, такой разброс географии доставляет немало неудобств родителям. Отмечу, что в регионе в рамках национального проекта образования будет возведено 9 школ, что обеспечит односменный режим обучения. Слово Муслиму Ганиеву. Восточная часть селения Икажева. Шум работы техники здесь уже привычен. Напротив второго микрорайона идет строительство школы на 720 мест. Сейчас здесь заняты земляными работами. А это значит, что фронт работ пока небольшой. Строители готовят почву под подушку, на которой и будет стоять здание. Трудится на этом этапе около 30 человек. В основном это водители КАМАЗов и тракторов, которые вскапывают землю и перевозят ее на другую часть территории. В данное время мы делаем котлован под фундаментную плиту школы. Это будет подвальное помещение. Там у нас глубина котлована где-то в среднем 4,5 метра, потом обратная засыпка 1,5 метра из глины и 70 сантиметров железобетонной подушки. Строительство соцобъекта на этом участке просто необходимо. Ввод его в эксплуатацию – еще один шаг к ликвидации двухсменного образования в школах селения. Полностью эту проблему не решить, а вот частично нужно. Здесь новый микрорайон, второй микрорайон. Поэтому во всех местах вот определенные у нас места, школьникам есть место, куда ходить, поближе построены. Поэтому решили вот эту школу построить по этой трассе, и чтобы с второго микрорайона и ближайшие с населенного пункта, чтобы сюда приходили. Икажево, Алиюрт, Сурхахи, Магаз. География населенных пунктов, куда ходят школьники этой части Икажева, обширна. В этом микрорайоне более 300 домов, и практически во всех живут люди. Земельные участки жители этих улиц получили 15 лет назад. Земли власти раздали, а вот про социальные объекты вспомнили только сейчас. Семья Абуизита Гагиева во второй микрорайон переехала только год назад. Но как накладно отвозить детей в школу, глава семейства уже испытал на себе. Ближайшая, первая, находится на расстоянии 3 километров от его дома. А это значит, пешком дети ходить туда не могут. Их нужно отвозить. Старших это бьет по карману, а младших дорогу утомляет. Скажи, сколько времени уходит, чтобы в гимназию? Туда где-то 30-40 минут. И обратно столько же, да? Да. А если будет рядом, тебе будет легче учиться? Конечно. Да? Хорошо будешь учиться? Да. Строительство школы ведется по нацпроекту образования. Ее начали возводить только месяц назад, но уже есть результаты. Внутри здания все стандартно. Учебные классы, столовые, спортивные актовые залы, лаборатории, компьютерные классы. Вживую все это пока не увидеть, а вот на схеме все видно. Вот, красным цветом это здание школы. Вот это спортивные площадки, все это зеленая зона. Вот эти площадки для отдыха детей. И здесь технические помещения, все, там, трансформаторные подстанции. Здесь есть очистные сооружения, резервуары, противопожарные резервуары. Получили знания в школе, бегом просвещаться культурно. Буквально в 100 метрах от школы ведется строительство Дома культуры. Сейчас идет к завершению возведения стен, рабочие готовятся заливать пояс здания. Фундамент, ленточный подушка, фундамент, кладка, блоки, 90%.
блок, если нет оклад. Поезд аду для этого 30%. Поезд для этого. Аху бол бежбах каждой позиции. В новом ДК будет библиотека, концертный зал, кружки вокала и танцев. Одним словом, все для досуга сельчан. Выкажево, этот культурный дом не первый. Есть еще один в южной части села, но его на всех не хватает. У нас есть в селе районный дом культуры. Но когда любой сход провести или что-то там провести, администрация постоянно районный дом культуры, там у них и кружки, там у них танцевальные группы, и не могли никак время выбрать там. Это надо было заказать время заранее. А так, если будет сельский дом культуры, мы сами можем уже время определять, любое время провести сход села, другие мероприятия. Большая часть работ на объекте впереди. Необходимо уложить крышу, провести отделочные и фасадные работы, а также привести в порядок прилегающую территорию. На все это у подрядчика около 3,5 месяцев. К Новому году Дом культуры уже должен открыть свои двери для посетителей. А вот новую школу жителям Икажева придется ждать немного дольше. По плану ее открытия это подарок на Новый год. Вот только не на 21-й, как ДК, а 22-й. Хади Добрива, Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. Более 10 комплектов бактерицидных ламп и около 20 хирургических экстракторов. Очередную 8-ю машину с необходимым медицинским грузом встретили в Магасе. Медицинский инвентарь направят в психоневрологический диспансер, в Малгобекскую, Сунжинскую и Республиканскую клиническую больницу. Все это стало возможным при поддержке депутата Государственной Думы Алихана Харсиева. Выбрал, оплатил товар, а так и не дождался. Ответил на звонок, поддержал разговор, попал под манипуляцию и потерял энную сумму денег со счета. Вариантов обмана доверчивых и не очень граждан много. Это непаханное поле для профессиональных виртуальных воров или кибермошенников. Их бы изобретательность да в правомерное русло. О главных приемах и степени воздействия на окружающих репортаж нашего корреспондента. Мошенники идут в ногу со временем. С развитием средств коммуникаций все чаще проворачивают аферы через интернет. Попробуем разобрать несколько методов, которые используют современные мошенники. Вам звонит некий человек и представляется сотрудником банка. Входит, так сказать, в доверие. После нескольких минут общения псевдосотрудник требует предоставить ему данные карты, после чего исчезает, как и средства с вашего счета. Чтобы не попасть в сети к мошенникам, нужно запомнить простые правила. Сотрудник банка никогда не попросит вас назвать какие-либо персональные данные о карте, а чтобы идентифицировать клиента, ему будет достаточно узнать паспортные данные и кодовое слово. Тарью номер ашхул 8495 8800 номер хул код должи Сбербанка тарюлыш 900 номера сообщений уит ажмуя телефоны жетыч представляться деже шин как-то операция и ожели хаттыр штилыш хул сухаттра уже хама дежда Сбербанка сотрудник звуацерги из мошенника Ольги. Если возникает сомнение, действительно ли на том конце телефона сотрудник банка, просто прервите разговор и позвоните на горячую линию. Ее номер вы найдете на оборотной стороне карты. Самый простой способ обезопасить себя от действий интернет-мошенников – не передавать никому личные данные. Вся информация, которая есть на карте, позволяет определить ее владельца. Ни в коем случае нельзя сообщать 16 цифр номера карты, фамилия, имя, отчество держателя, срок действия, а также трехзначный CVV-код на оборотной стороне. Если же мошенники все-таки узнали эти данные, срочно обращайтесь в службу поддержки банка. По отдельности эти данные ничего из себя не представляют, и мошенники не смогут вас обокрасть. А вот если будут доступны все вместе, определенно есть повод для беспокойства. Некоторые случаи мошенничества просто удивляют, насколько доверчивы могут быть люди. Недавний случай тому подтверждение. В МВД обратился житель региона с заявлением, что его обокрали на 200 тысяч рублей. Во время беседы со следователем выяснилось, что потерпевший сам перевел эти средства на сторонний счет. Настолько убедительно оказались мошенники. Другой случай произошел с Хади Хамадхановой. Эта афера проходила через социальные сети. Я перешла по ссылке ВКонтакте и не заметила сначала ничего подозрительного. Потом на следующий день меня взломали. Я узнала это от подруги, которая позвонила и спросила, почему я прошу деньги. Потом я восстановила свою страницу, зашла туда и поняла, что очень многие мои друзья скинули деньги взломщику. Потом мне
пришлось от своего имени переводить своим друзьям. И потратила я около 15 тысяч. Подавать заявление в полицию девушка не стала. Пожалела время, которое она может потратить, пока будет проходить следствие. Об этом решении уже жалеет. Моя подруга меня убеждала в том, что я должна подать заявление на взломщика и что его должны найти, но я не стала. И сказать честно, до сих пор жалею, потому что очень многие могут также пострадать. И мне кажется, нужно начать бороться с этим. Еще одна распространенная схема интернет-мошенничества – это аферы при покупках товаров через интернет. Все происходит следующим образом. Аферисты выставляют на продажу товары с сильно заниженной ценой, а при общении с вами сообщают, что желающих купить у него товар очень много и требуют либо полной оплаты, либо внести депозит. После перевода средств вы не получите ни товар, ни деньги. С объявления изучить подробно. Софуёха мышты фоды санялче сага считать обаха 30 десяти если любой товар хам получи штатадес тишмедес а через интернет зяшовче духамелдеры мошенники жбы. С начала года на территории республики зафиксировано более 90 случаев мошенничества через интернет, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. 30 дел уже раскрыто. Сотрудники полиции просят жителей республики более внимательно относиться к переводам средств на сомнительные счета. В этом случае спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Муслим Ганиев, Магомед Белакиев, Новости 24. В мире число больных COVID-19 перевалило за 33 миллиона. Рост заболеваемости фиксирует в большинстве стран. Самая тяжелая ситуация по-прежнему в США. Там за все время пандемии вирус выявили более чем у 7 миллионов человек. Далее по статистике идет Индия – 6 миллионов, но в ней самый быстрый суточный прирост – 82 тысячи новых случаев. Не менее пугающие данные приходят из Европы. Во Франции выявили 11 тысяч новых заболевших. В России статистика также идет вверх. По последним данным Оперштаба за последние сутки подтвердили 8135 новых диагнозов. И это максимум с середины июня. Всего в списках больных 1 миллион 159,5 тысяч человек. В Ингушетии подтверждены случаи заболевания у 5575 человек. За сутки в регионе выявлено 45 случаев с COVID-19. 26% в тяжелом состоянии, 4 из них на ИВЛ. С 1 сентября меры поддержки для безработных прекратились. Напомню, их ввели из-за ухудшения экономической ситуации в период карантинных ограничений. Сейчас размер выплат вновь составляет 1500 рублей. Центр занятости доводит до сведения жителей информацию об изменениях и выявленных нарушениях. Муслим Ганиев расскажет. Вот на данный момент мы видим дела безработных граждан, которые подавались электронно через портал госуслуг на сайте «Работа России». Ограничительные меры закончились, и в центрах занятости республики началась горячая пора. На столе руководителя Назранского отделения Магомеда Добриева располагаются личные дела тех, кто не совсем законно получал доплаты за детей к пособию по безработице. По закону они полагались только одному родителю, а фигуранты этих дел получали оба. Несмотря на это, наши жители, оба родителя подавали одновременно на одних и тех же детей заявления. Но наши безработные граждане, как только узнали, что они имели право только получать на одного из родителей надбавки, их приглашали сюда, в центр занятости, и на месте этим людям велась разъяснительная работа. Всего выявлено более 30 таких случаев только за первую неделю проверок. Около 300 тысяч уже вернули без участия суда. Хватило личного общения и разъяснения. А тех, кто добровольно средства не вернул, может ждать судебное разбирательство. Это нарушение попадает под статью о мошенничестве. На данном этапе, после того, как были сняты ограничительные меры, третий этап ограничительных мер, нами была проведена перерегистрация безработных граждан. То есть это сверка всех документов, которые они указали на портале «Работа России». Процесс по возврату незаконно получаемых безработными гражданами пособий по безработице будет идти и дальше.
Доплаты к пособию в размере 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка безработные получат до конца месяца. С 1 октября эта мера поддержки прекращается. Это была помощь государства в период ограничений из-за пандемии с апреля по сентябрь включительно. Очень большое количество граждан стало на учет в Центр занятости. И после того, как одновременно обрабатывать такое количество заявлений, немножко было проблематично, но в основном ребята, инспектора, наши Центр занятости, они справились. Большинство, многим, конечно, отказывали, да, когда непосредственно специалисты разговаривали с гражданами, многим отказывали. Отказать могли по нескольким причинам. Среди самых частых родитель получает другую социальную выплату, будь то по уходу за ребенком или же по инвалидности. А также обратившийся является студентом очной формы обучения или находится в местах лишения свободы. Этим гражданам выплата не полагается. А если вы в этих категориях себя не нашли, то смело обращайтесь в Центр занятости по месту жительства. Чтобы встать на учет в Центр занятости, не обязательно физически присутствовать там. Это можно сделать и дистанционно. Для этого мы заходим на сайт «Работа в России», нажимаем «Подать заявление и встать на учет в качестве безработного». Далее в открывшемся окне заполняем все графы и отправляем резюме. Ответ придет в течение 11 дней, а если у вас нет под рукой компьютера, это можно сделать и с помощью мобильного. Вообще без визита в Центр занятости не обойтись. После 11 дней, если вас признают безработным, пойти все-таки придется. Сотрудник Центра сверит данные, указанные в онлайн-формате, с реальными. И если все совпадает, назначат пособие. А еще выдадут удостоверение безработного. Туда внесут паспортные данные вставшего на учет и обозначат дату, когда нужно отмечаться. Здесь пишется фамилия, имя, отчество, номер его личного дела, дата обращения и населенный пункт. Внутри вносилось для облегчения гражданина, чтобы он знал, когда ему подходить, потому что мы для себя в программном комплексе ставим дату, когда он прошел перерегистрацию. Здесь мы гражданину вносим информацию, когда он должен подойти, чтобы он не забывал, потому что если человек не подходит в тот день, когда ему назначена перерегистрация, ему приостанавливают выплату пособия по безработице. Меры поддержки, когда минимальная выплата пособия по безработице составляла 4500 рублей, завершилась с начала сентября. Как были сняты ограничительные меры, размер выплаты снова стал 1500. Сотрудники Центра занятости также доводят до жителей республики порядок зачисления пособия, а также объясняют, почему выплаты приходят по частям. Те, кто состоял на учете, всегда знали, что пособие по безработице выплачивалось 2 раза в месяц. Даже если его делят пополам и раздают, общая сумма, полагающаяся гражданина, по истечению периода выплаты пособия, она вся будет до него. Вот полагается ему 4500 3 месяца. Даже если раздают пополам, он, допустим, в 3 месяцах эти 4500 по 4500 каждый месяц он получит. Всего на учете в Назрановском районном центре занятости стоят более 17 000 человек. Дополнительные выплаты на несовершеннолетних в период пандемии только по району получили 22 000 детей. А для поддержания доходов граждан, потерявших работу, максимальный размер пособия по безработице увеличен до размера прожиточного минимума. Сегодня он составляет 12 130 рублей. Муслим Ганиев, Магомед Шаухалов, Новости 24. Спортсмены спортклуба «Адзи Ахмат» отобрались на первенство России по греко-римской борьбе. Путевки на соревнования завоевали по итогам первенства Москвы среди спортсменов до 23 лет. Серебряными медалистами стали Мансур Калиматов и Мухаммед Хациев, бронзовым призером Зелимхат Цуров. Сейчас спортсмены готовятся к предстоящим состязаниям. Первенство России пройдет в Москве в ноябре этого года. Все 3 ингушских спортсмена получили путевки на эти соревнования. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.